Культура курения пока еще плохо развита в Абхазии. Люди продолжают курить в общественных помещениях, в местах отдыха, на улице и у себя дома. Республиканское законодательство никак не ограничивает курильщиков, в то время как вред от курения, в том числе пассивного, не перестает оказывать агрессивного воздействия на здоровье человека. Как правило, больше 70% всех курящих страдают хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. И это сопровождается даже огромными осложнениями, не то что просто хронический бронхит, но это вызывает явление фиброза легочной ткани, что к определенному возрасту, к 70, к 60 годам, развивается даже фиброзное изменение легочной ткани, что очень-очень опасно, и это уже не лечится. Больные переводятся на искусственную подачу кислорода. Курение увеличивает риск развития онкологических заболеваний, хронических проблем с щитовидной железой и желудком. Это второй по значимости фактор возникновения ишемической болезни сердца, в том числе инфаркта миокарда. Известно, что 50% курящих людей заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности инфарктом миокарда. Например, 10 выкуренных сигарет в день увеличивает риск внезапной смерти в 3 раза. Курение – причина многих сердечно-сосудистых заболеваний. Во-первых, это основной фактор риска развития атеросклероза. Осознавая все эти негативные аспекты, общество продолжает потреблять сигареты. Среди курильщиков есть и те люди, которые неоднократно пытаются отказаться от вредной привычки. Их жизнь превращается в бесконечную борьбу с собой. Естественно, что этот момент не остается вне поля зрения крупных предпринимателей сигаретного бизнеса и маркетологов. Не так давно на прилавках магазинов появилась сигаретная система IQOS. Согласно аннотации, потребление IQOS менее пагубно сказывается на здоровье курильщиков и окружающих. Многие жители Абхазии, преимущественно молодого поколения, уже перешли на сигареты особой конструкции. Я услышал, что есть такая новая сигарета, которая приносит меньше вреда, чем обычная сигарета. Я ее попробовал, и в принципе она мне понравилась. То есть там есть никотин, я получаю то, что я хочу от сигареты. И у меня было в голове, что я через некоторое время брошу курить. Но пока это не произошло. Дэниел не только не бросил, но и не стал курить меньше. По признанию молодого человека, сейчас, как и раньше, он потребляет стандартные для себя 20 сигарет в день. К слову, IQOS сегодня стоит в Сухуми чуть менее 200 рублей. Написано, что 80% менее вредно, чем обычная сигарета. А сам как ощущаешь себя? Если честно, лучше, чем когда я курил сигареты. Во-первых, запах, во-вторых, кашля у меня уже больше нет, тоже приносит вреда. Секрет фирмы IQOS, которая является продуктом мирового бренда «Парламент», заключается в том, что в сигарете особой конструкции табак не горит, а только нагревается. Однако медики склоняются к мнению, что IQOS, как и другие курительные гаджеты, не полезны, а вредны для организма, в том числе в психологическом плане. Конечно, это тоже вредно. Это немножечко такая обманка, что там не вдыхается большие какие-то концентрации, но это тоже, я считаю, это вредно. Во-первых, это вредно как сама по себе привычка. Это вредная привычка употребления никотина и сигарет. От вредных привычек надо отказываться. Надо в жизни привыкать к хорошим, полезным привычкам. Сегодня в Абхазии можно по пальцам сосчитать число общественных заведений с разграниченными зонами для курящих и некурящих посетителей. Подобными мерами руководители таких мест демонстрируют не что иное, как уважение к своим клиентам. Я думаю, что это очень правильно. И это обязательно нужно практиковать в Абхазии, потому что дети не могут являться пассивными курильщиками, это прежде всего. И, конечно, очень много людей, которые приезжают сюда, они приезжают сюда за лечением, и особенно дыхательных путей. И поэтому это второй момент, который мы должны учитывать, если Абхазия хочет стать курортной зоной высокого уровня. И я думаю, что достаточно людей в Абхазии, которые тоже не курят, им было бы приятно наслаждаться хорошей атмосферой, а не курением. Скорее всего, риторический вопрос, можно ли курить в общественных местах, обретет в нашей стране четкую формулировку, когда законодатели всерьез задумаются над его юридическим воплощением. Амелия Бисмарк, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.